Всем привет, меня зовут Сулейман, мне 22 года, и я видеоблогер. У нас очень мало видеоблогеров в Бишкеке, поэтому, мне кажется, сейчас, пока еще не поздно, взять просто в руки камеру, будь это телефон, будь это профессиональная камера, и выйти в город, либо просто у себя в студии, в комнате. Главное у тебя, чтобы была идея снимать и правильно оформить в плане монтажа технически, и чтобы контент был интересным. Не повторять за другими трендами, за блогерами. То есть у нас как сейчас идет, многие просто выходят, снимают тупо социалки, пранки. Мне кажется, это слишком наезжено. Даже вайны, мне кажется, уже слишком наезженные. Мне кажется, уйма очень много других категорий, где может любой человек, не только в Бишкеке, вообще в Кыргызстане, найти себя и выйти на аудиторию Кыргызстана, Казахстана, вообще СНГ. Не знаю, вообще видеоблогеры, я не делю видеоблогеров на профессиональных и непрофессиональных. Главное, чтобы у тебя было, как сейчас говорят, портфолио, в плане, когда человек заходит к тебе на канал, если твой зритель, который попал на твой канал, заинтересовался тобой, твоим контентом, там может быть даже 2-3 ролика, это где-то месяц, да, например, пройдет, и он подписался на тебя, значит, ты можешь считать себя видеоблогером. Это вот было в 2016 году, когда мы просто снимали ролики внутри университета, снимали типа репортажи, которые происходят у нас в универе, чтобы наши же студенты посмотрели это. Но я заметил то, что наши ролики смотрят не только внутри нашего универа, но еще другие по городу Бишкек. И мы поняли то, что можно выходить на большую аудиторию, но репортажем мы не могли охватить большую массу. Мы подумали, посмотрели в интернете. Как раз на тот момент был хайп, такой пик вайнов, скетчей, видеоблогерств и так далее. Просто идея пришла, сняли один вайн, закинули, получили отзывы, и нам это понравилось. Вот таким мы решили. Начиная от того момента, когда ты вдохновлен какой-то идеей и хочешь, чтобы вот эта идея скорее превратилась в видео. Вот эта куча, когда вместе собирается, очень много, когда бывает ляпы, вот это мне нравится. Нравится вообще процесс монтажа. Очень много. Весь этот процесс я могу сказать, что мне нравится. Бывает так, что ты очень загорел одной идеей, ты это снял, потратил кучу времени на одно видео, но в итоге оно как-то не залетает. И со стороны подписчиков недооценивается. И тебе самому становится интересно, почему, когда ты просто там закидываешь видео, где ты не особо трудишься, залетает, а видосы, на которые ты тратишь много времени, энергии, не залетает. Вот это, наверное, обидно. Больше всего. Про Инстаграм я не знаю, у каждого свои прайсы, но в среднем, мне кажется, можно с одного поста зарабатывать от 100 до 500 долларов. Это в среднем, если брать в Инстаграме за одну рекламу. Начали поступать рекламы туда, на YouTube, не на Инстаграм, а на YouTube. Вот. Мы сейчас последний год, наверное, занимаемся тем, что качаем YouTube. Вот. Потому что нам поступают рекламные заказы не только с Кыргызстана, но недавно мы получили один заказ с России, например, с Казахстана. Вот. Но там уже нормальные деньги. На YouTube можно зарабатывать не только на рекламах, но еще по просмотрам. Ой, я вообще не знаю, я еще не заработал на Lexus, вот так могу сказать. Можно вообще на этом заработать нормально и открыть свою продакшн-студию, либо вообще уйти в сферу кино, потому что уже у тебя есть опыт. Когда ты видеоблогер, ты монтажер, сценарист, режиссер, все профессии, которые связаны с кино, фильмы и так далее, у тебя уже развиты эти навыки. Поэтому, мне кажется, мне, например, лично интересна сфера киноиндустрии, поэтому я бы хотел вообще в ближайшее время уйти в кино, например, снимать фильмы на уровне кинотеатров, фестивалей зарубежных и так далее. Смотря куда ты хочешь, наверное, можно ответить. Есть разные пики. Куда тебе интереснее, туда и можно достичь.
Вот, наверное, вот сфера медиа по-любому, если не видеоблогерство. Относительно, наверное. Если сравнивать там с зарубежными блогерами, то вообще нет, да. А если брать, там, например, там, Бишкек, там, Кыргызстан, можно сказать, потому что на YouTube мы получили серебряную кнопочку где-то уже почти год назад. Вот, это хорошее достижение. Но по меркам YouTube это вообще не успех. Когда получу, наверное, золотую кнопочку, ну как поощрение YouTube дает кнопочку за 1 000 000 подписчиков, можно считать то, что я не успешно, а вот двигаюсь в правильном направлении. Не подписывайся подряд на всех блогеров, даже если это смотрится дико. Создавай правильный контент, который может быть не только развлекательным, но еще таким, с каким-то посылом. Вот. А так, если по технической части, просто вот делайте и все. А вот с 1000 просмотров сколько самов капает? Возьмите меня сняться, да, например. Ну, не сигали, когда человек левый подошел и говорит, нет. Вообще, видеоблогерство, это, мне кажется, профессия 21 века. Когда ты затрагиваешь именно жизненные темы, будь это про отношения, будь это про семейный быт, про дружбу, кажется, всегда можно найти какой-то веселый подход, чтобы показать это. Когда только положительные отзывы, это тоже как-то скучно. А читать комментарии хейтеров, это тоже прикольно. Если конструктивная критика есть там, то можно ответить. А если просто скаф, то, мне кажется, просто нужно оставить. Можно даже лайкнуть. Нет, накручивать вообще не советую. Но я знаю, кто накручивает. Это уже видно, когда на страничку заходишь. Ну, в целом, если брать ютубовский ролик, то чуть подольше по времени. Уходит там на написание сценария там пару часов, когда ты с ребятами сидишь, брейнштормишь. После этого съемки занимает около 2-3 часов, наверное. Может даже быть и больше. Это вот раньше было, когда ты только начинаешь, ты не понимаешь, что ты можешь зарабатывать на этом, но тебе пишут какие-то организации, там, такси, там, заведения. Типа, вот, прорекламируйте наше заведение, мы можем предложить вам такую-то иную сумму, но бартером. Ну, типа, это тебе прикольно, вначале можно поработать бартером. Но потом, когда ты уже понимаешь, что ты реально можешь на этом зарабатывать, то уже говоришь, нет, бартером нет. Наверное, задолбались слушать от людей то, что это же несерьезно, типа. Вот. Поэтому, мне кажется, многие видеоблогеры, помимо того, что они завоевывают внимание аудитории своими вайнами, они еще хотят, чтобы для своих, может быть, для своих родных, близких родителей, для себя лично, чтобы они гордились ими. То есть они не только видеоблогеры, но они еще имеют свой бизнес. Но это с точки зрения монетизации вот, очень хорошо. Например, вот казахи все, да, вот прям до последнего открыли свои бургерные, донерные, и это очень хорошую прибыль приносит. Ну, восстанавливать очень легко, если у тебя есть друзья, у которых там много подписчиков, потому что если они через них попросить Инстаграм написать, то восстановить можно за пару часов. Человек, который, ну, если брать не скетчи, а вот который занимается спортом, он может и заниматься в 40, да, например. Но не с целью того, что я могу заниматься, например, в 40, чтобы зарабатывать, а просто, может быть, это прикольно. Может, я всегда хочу оставаться на позитиве, в тренде. Но, ну, блин, это уже 40, это 18 лет спустя. Это, я не знаю, я не знаю, что будет год спустя. Ну, мышление людей, когда слышишь слово Кыргызстан, всегда хочется, чтобы оно ассоциировалось, как до этого было, так и осталось, гостеприимство, чтобы люди не завидовали друг другу, чтобы они всегда умели поддерживать. Если там с каким-то человеком случилась беда, не обсирать его, а наоборот, морально поддерживать.
Ну, если слушать взрослых людей, то они говорят, ну, молодежь деградирует. А судя по тому, как я живу, как мое окружение живет, то мы, наверное, больше развиваемся, потому что если брать вот лет 10 назад, никто не мог там, например, в интернете просто сам по себе заниматься саморазвитием. Сейчас очень много бесплатных каналов, бесплатных материалов, которые человек может просто взять и развиваться. Даже вот брать платформу YouTube, там очень много полезного. Мне кажется, все-таки мы больше развиваемся.